Здравствуйте, дорогие подписчики! Давайте сегодня сделаем расклад для тех, у кого есть любовный треугольник, и спросим карты, с кем он в итоге останется. Посмотрим на нее, посмотрим на вас, посмотрим, что он думает вообще в этой всей ситуации. Загадайте нужного вам партнера, подумайте о нем. Давайте начнем расклад. Расклад общий. Так. Давайте сначала посмотрим, что представляет из себя этот человек сегодня, на сегодняшний день. Угу. Вот, вышел у нас король пентаклей. Такой хозяин у нас вышел, который действительно находится в какой-то двойственности. Вот давайте посмотрим. С этой стороны будут карты на вас, с этой стороны карты на нее. Так. Какая вы для него? Так, рыцарь кубков. Угу. Так. Скорее всего, у вас присутствуют какие-то мужские черты в характере. Для него, по крайней мере, он так видит. Вот. И здесь выпадает карта. То есть на то, что действительно как бы либо он планировал с вами быть как пара, либо вы состояли в браке или состоите в браке сейчас. Вот, ну у вас какая-то кармическая завязка есть с этим человеком. Такая кармическая зависимость. Вот, и вот эта карта показывает, что вы как бы сейчас обороняетесь от него, вы держите какую-то дистанцию, пытаетесь как-то отгородиться, в общем, от него. Ну, вполне возможно, да, если у вас случился какой-то конфликт, или вы знаете то, что у него есть на стороне какая-то другая женщина, то вполне возможно, это нормально, что выпала эта карта, что вы как-то обороняетесь от него. Ну и у вас сейчас как бы вы выходите как рыцарь кубков для него, то есть вполне возможно то, что вы сейчас включили какие-то такие мужские черты характера. Так, ну давайте посмотрим, какая она, то есть как он видит ее, с какой стороны, кто она для него. Так, паж кубков, мечи. Угу. Интересно. Давайте вот сделаем немножко так, чтобы было видно карты. Так. Одни мужские карты у нас выходят опять. Она выпадает у нас как паж кубков. Тоже была у них какая-то ситуация по пятерке мечей.
То есть у них отношения не складываются тоже на данный момент. А она у нас выходит как рыцарь мечей. Вы у нас выходите как рыцарь кубков. Она выходит как рыцарь мечей. Но, скорее всего, женщина... С этой женщиной, может быть, он, если и пытался построить какие-то отношения, то ничего не вышло. И вообще эта женщина такая, как бы острое на словцо, и, скорее всего, вполне возможно, что она скандалистка. Вы, конечно, очень эмоциональная женщина тут выходите, но, тем не менее, более мягкая, чем вот эта женщина. Так, хорошо. Какие мысли у него о вас? Так, умеренность, сила, девятка мечей, хозяйка. Очень хорошие карты выпали. Ну, вы очень мягкая, женственная и как бы скорее всего вы действительно либо жена, либо человек для него, который, которого он видит как свою женщину, так скажем. И вы его можете притягивать своей мудростью, вы его маните своей какой-то вот силой притяжения. То есть вы можете его приручить вот по карте силы. То есть вы сильная личность. По девятке мечей у него очень много страхов, всяких каких-то додумок по поводу вас. Вполне возможно то, что он боится вас потерять, действительно, потому что вы для него вот такая вот хозяюшка. Такая очень красивая женщина, чувственная. В общем, женщина, с которой можно строить отношения, а не вот то, что у нас здесь выпало. Так, что, какие мысли у него по поводу нее? Давайте еще раз спросим. Так, какие мысли у него по поводу нее? Так, шестерка пентаклей, семерка жезлов, влюбленные. Так. Так. Тут у нас тоже выпадает опять карта влюбленных на нее. Но выпадают не такие сильные карты на нее, как на вас. Вот. Вообще, если этот человек сомневается, выбирает из двух, да, как бы женщин, скорее всего, он просто не дотягивает до вас, раз вы выходите вот здесь такими картами. Тут как бы карты такие более мелкие. На вас тут очень много старших арканов выпало. И хозяйка, и сила, и умеренность. Вот. Вполне возможно, что у него к ней какое-то есть влечение, такое сексуальное, но не вижу я ничего такого серьезного. Так, что еще спросим? Что
что он будет делать с этой ситуацией. Королева Пентаклей, паж мечей. Так. Так, выходит тут у нас королева Пентаклей. То есть, ну, он в любом случае хочет сделать выбор в сторону королевы Пентаклей, да, так как он у нас тут выходит королем Пентаклей. Он считает, что он сейчас в какой-то такой безвыходной ситуации, хотя он сам ее создал, эту ситуацию на самом деле. И сейчас вот стоит такой, не знает, что делать, хотя он может сделать выбор, он должен его сделать, вот. И, конечно, есть надежда на то, что он все-таки его в ближайшее время как-то сделает. Так. Давайте спросим, любит ли он вас? Насколько он любит вас? Останется ли он с вами? Так, ну в любом случае хочет с вами наладить контакт. Он хочет приехать. Ой, тут столько жезлов выпало. Но у него к вам очень сильное влечение, несмотря на то, что он как бы понимает то, что с вами сейчас очень тяжело построить как бы взаимопонимание, отношения вот по этой карте, по пятерке жезлов. Тут, видите, люди не могут договориться между собой. Вот, но тем не менее, он хочет к вам прибыть вот на таком коне. И так как я сказала, что здесь очень много жезлов у нас выпадает, и туз жезлов, больше, скорее всего, он как-то страстно хочет вас увидеть, сексуально желает в любом случае, да, и вот по колесу фортуны он как бы ждет шанса, когда выпадет ему шанс, вот, приехать со своим жезлом. Так. Ну, в любом случае шанс есть, да, как бы у него очень страстное желание по отношению к вам. Это хорошо. Давайте посмотрим, в какой примерно период, когда это будет. Насколько скоро он приедет к вам? Давайте спросим такой вопрос. Так. Да. Очень сильные карты опять на вас выпадают. Вот тут и королева жезлов. Тоже, видите, он у нас тут рыцарем жезлов выпал еще. Девятка пентаклей, то есть это как бы карта тоже, как карта хозяйки, такой женщины, с которой он хотел бы построить отношения, и вот по шестерке мечей он делает к вам дорогу. То есть он хочет из вот этих отношений сделать дорогу к вам. Вот. Но ему в любом случае, скорее всего, он уже прошел какую-то некую трансформацию.
и хочет сделать выбор в сторону вас. Вот. Здесь вот тоже вот по этой карте, которая у нас изначально выпали, человек как бы хочет что-то заново построить, но находился в двойственности. Так, ну, очень хорошие карты на вас выпадают. Давайте спросим карты, закончит ли он вот эти отношения с этой женщиной. Закончишь ли ты отношения с соперницей? Так. Так, давайте еще выложим. Но она как-то эмоционально его к себе тянет, на эмоции его берет. Вот. Но тем не менее он как бы уже на грани того, чтобы закончить с ней отношения. Вот. Я думаю, что вот так нам карты подсказывают. Давайте спросим у карт, какой совет для вас? Какой совет для вас из этой всей ситуации? Ну, в любом случае, карты нам подсказывают, что вы должны сейчас как-то уйти в работу, стараться уйти в работу, трудиться, не обращать внимания на эту ситуацию. И вот выходит у нас такая карта повешенный. Ну, скажем так, в данном случае эта карта, в принципе, как-то с позитивной точки зрения у нас здесь выходит. Как бы карта говорит о том, что не надо ничего вам делать, надо немножко зависнуть. Ну, то есть не предпринимать вам никаких действий, зависнуть вот в этом положении. Вот, и уйти в работу с головой. И также еще это вот карта нам говорит о том, что можно немножко по-другому трактовать то, что не надо вам стараться работать над этими отношениями. То есть повисите вот в этом состоянии, как бы, скорее всего, карты нам подсказывают, что здесь от вас в данный момент ничего не зависит, здесь зависит полностью все от него, потому что он находится в двойственности, и он у нас выбирает. Но по тем картам, которые выходят на вас, они говорят нам о том, что он вас воспринимает как хозяйку, как девятка у нас тут выпала. Девятка пентаклей, это тоже как карта как бы такой семейной женщины. Вот, либо вы уже как муж и жена, и поэтому такая карта выпадает, либо он планирует вас как серьезные, ну, серьезные с вами отношения строить. Плюс еще он выпадал у нас с вами как рыцарь жезлов, и вы как королева жезлов. Вот, то есть у вас такая есть друг к другу в любом случае страсть, тяга. И я все-таки думаю, то, что по картам как-то все плюсы в ваших руках. Но вы пока от него отгораживаетесь. В принципе, это логично по данной ситуации. Если вообще случилась такая двойственность, то что человек как бы засмотрелся еще на другую женщину, но она как-то его, может быть, взяла на эмоции, вот, но с ней у него ничего хорошего не выйдет. Вот. Так что вот примерно так нам карта сегодня говорят. Спасибо вам большое за просмотр. Если
Есть у вас какие-то пожелания ко мне или есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием отвечу. Вот, я начинающий таролог, и я буду рада пообщаться с вами. Спасибо большое.